тезис «культура на грани исчезновения», мне кажется, уже даже затерт считается. Это пример того, как может выглядеть наша умная колонка. Молодое поколение, не зная даже, как правильно поздравлять родных, сейчас уже активно нашим продуктом пользуются креаторы, то есть создатели контента. Ассаляму алейкум, дослар, добрый день, рад приветствовать вас всех в этом зале сегодня. Меня зовут Рифат, как меня Леонид Ханумов представил, я основатель социального проекта Ахмед Ахай, твой и Архадаш, твой цифровой помощник. Возможно, вы с нами уже знакомы, видели нас в соцсетях, внизу находится наш стенд, поэтому всех, кого заинтересует проект, буйрн, задавайте вопросы, мы вам подробнее покажем и расскажем об этом проекте. Если вкратце, это нечто похожее на Алису или на GigaChat, то есть цифровой помощник, который поможет вам в решении ваших каких-то проблем, поможет вам в ответах на вопросы, которые касаются культуры, традиций и обычаев Крыма. В принципе, тезис «культура на грани исчезновения», мне кажется, уже даже затерт считается. Все об этом знают, все об этом слышали. Еще раз просто пройдусь по этому тезису. Да? То есть все мы знаем, что язык, память и быт у поколений молодых и более пожилых в семьях крымско-татарских вот эта граница размывается, что вызывает грусть, потому что аудитория, вернее, молодое поколение не знает даже, как правильно поздравлять родных с теми или иными праздниками, что эти праздники вообще в принципе означают. Следующий тезис, о котором я хотел сказать, это то, что ИИ-ассистенты говорят на универсальном языке, без традиций, без контекста, без души. Наверняка многие из присутствующих уже пробовали работать с решениями от больших компаний, китайские, возможно, решения, российские решения. Есть очень интересные и хорошие продукты, но в них все-таки не хватает каких-то культурных особенностей, согласитесь. Об этом как раз-таки и поговорим сейчас. Тезис о том, что искусственный интеллект – это новый двигатель развития, тоже, в принципе, уже приелся. Я еще раз просто пройдусь по нему. Наверняка вы замечали, что новые сферы сейчас появляются, те, которых раньше не было. Эти сферы буквально рождаются благодаря искусственному интеллекту, а существующие сферы изменяются благодаря искусственному интеллекту. Разрабатывая этот продукт, мы несли такую идею, что следует использовать этот инструмент, этот двигатель на благо Крыма и крымских татар, нашей культуры, традиций и быта. Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом, имея в голове этот контекст, было принято решение разработать цифрового Архадаша, который бы помогал людям для начала хотя бы разобраться в некоторых вопросах, которые касаются Крыма. Да? Ведь довольно часто, если задавать вопросы моделям, большим языковым моделям, то есть искусственному интеллекту, довольно часто в ответах, которые мы ожидаем услышать про крымских татар, про нашу культуру, довольно часто происходит подмешивание и смешивание, допустим, с казанскими татарами, или, допустим, если я ищу вопрос по казанским татарам, у меня могут быть ответы, которые касаются совсем еще каких-то других татар, крымских татар в том числе. Соответственно, может произойти некоторое недопонимание особенностей культурных каждого из отдельных народов нашего государства. Поэтому мы решили разработать продукт, который бы фокусировался конкретно на культурных особенностях Крыма. Следующий слайд, пожалуйста. Это не просто идея или мечта, это уже работающий продукт с активным сообществом и вовлеченной аудиторией. Каждый день пользователи задают нам вопросы про традиции, про культуры и обычаи Крыма и получают ответы. Следующий слайд, пожалуйста. Я расскажу вкратце о цифрах. Более 80% пользователей доходят до первого диалога с нашим ботом. Далее расскажу о том, как этот проект представлен в сети, чтобы вы могли, допустим, скачать его. Итак, более 80% доходят до первого диалога с нашим ботом, при том, что в среднем статистика около 40-60% пользователей. То есть по большинству из метрик, которые мы вывели, мы находимся выше рынка. Идем дальше. Более 40% пользователей возвращаются в наш продукт в течение месяца. В среднем цифры по рынку – это 20-25%, что показывает еще раз лояльность нашей аудитории, вовлеченность ее. Также аудитория очень живо и активно реагирует на рассылки, которые мы делаем, анонсы. 4 из 5 пользователей одобряют ответы, которые мы даем им в нашем продукте. Более 23% пользователей заходят несколько раз в неделю,
что показывает то, что крымским татарам нужен продукт, который говорит и рассказывает им, и показывает им простым языком о их традициях, культуре и быте. У людей часто очень возникают вопросы, допустим, как сказать то или иное слово, как его перевести на крымско-татарский язык. Почему, допустим, Ахмесчит раньше назывался, вернее, почему Симферополь раньше назывался Ахмесчитом? Ведь за этим названием есть определенная история. И таких вопросов очень и очень много. На эти вопросы мы стараемся ответить через нашего бота. И то, что пользователи возвращаются к нам еженедельно, ежемесячно, показывает спрос на это решение. Также хотел сказать вкратце о том, что у нас сейчас до 4% блокировок нашего бота, что в принципе очень хороший результат, если сравнивать его с рыночными тенденциями. Обычно похожие решения пользователи более холодно реагируют, что еще раз подчеркивает теплоту и вовлеченность аудитории в наш продукт. Идем дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Наша аудитория нишевая, лояльная и глобальная. Если о нишевости я уже сказал, какая лояльность, то о глобальности я еще раз хочу затронуть эту тему. Аудитория очень разнородная. К нам приходят пользователи для того, чтобы узнать, для того, чтобы не только узнать ответы на интересующие вопросы, а также выучить что-то. Допустим, это студенты, школьники, которые используют его для целей образования. Это медиа и креаторы, которые используют контент, который создает Ахмед Ахай для улучшения своей деятельности. То есть человек, создавая контент, может проверить, что то, о чем он собирается рассказать своим пользователям, действительно имело место быть. И это не… Ну, то есть факт-чекинг, если простым языком, да? Факт-чекинг. Культурные институции. Уже сейчас мы знаем, что нашим продуктом пользуется аудитория для того, чтобы писать статьи, в том числе, что очень важно, учитывая количество статей, которые пишутся про Крым, я считаю очень важно, если это количество будет увеличиваться не только, улучшаться качественно и количественно. Диаспора, конечно, к нашему продукту имеют доступ люди со всего мира и пользуются. Мы это также видим и отслеживаем. Молодые родители, те, кто хотят познакомить своих детей с традициями, культурой и бытом Крыма и крымских татар. Идем дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Ранее я рассказал о нашем продукте, что это такое, для чего это нужно и как это работает. Теперь расскажу, где это работает. В данный момент наш продукт запущен в мессенджерах в виде мини-приложений и в виде ботов. Сейчас в данный момент находится в разработке мобильное приложение, и в будущем в планах у нас разработка умной колонки. Следующий слайд, пожалуйста. Это пример того, как может выглядеть наша умная колонка. Прототипы пока что. Мы видим ее так. То есть, я думаю, пользователи уже знакомы с колонками, которые стоят сейчас дома. Да? Алиса во многих семьях стоит. И мы решили, что было бы хорошей идеей сделать похожее решение, только с нашими культурными особенностями, в нашем стиле. И родилась идея сделать вот такую колонку. Пока это прототип. Вот, но если продолжим работу с Метлса, я думаю, мы доживем до того, чтобы этот продукт довести до этой стадии. Следующий слайд. Sounds. Почему сейчас лучший момент для сотрудничества? Для чего вообще эта презентация? Я хотел показать не только про наш продукт Ахмед Ахай, но и зная то, что в этом зале будет множество предпринимателей и бизнесменов, эта презентация должна привлечь их внимание к соавторству и сотрудничеству. Мы хотели бы создавать контент вместе. И я сейчас говорю не просто про рекламу, а про совместное создание контента. Далее об этом детальнее я расскажу еще. Почему сейчас лучший момент для сотрудничества? Потому что наш продукт уже работает, уже есть аудитория, органический рост. Люди рекомендуют наш продукт друг другу, и это не может не радовать. В планах у нас, как я ранее сказал, мобильное приложение, которое даст еще больше охвата среди пользователей нашей страны и, в частности, Крыма. И, конечно, колонка, это, по сути, скорее, это будет, я уверен, что это будет первый культурный продукт такого уровня. Следующий слайд, пожалуйста. 5 способов создавать вместе. Как мы можем сотрудничать с партнерами? Во-первых, это может быть тематический модуль, где мы рассказываем давая ответы нашим пользователям, давая ответы на их вопросы,
Мы можем рассказывать также о бренде. Допустим, если человек задал вопрос про историю кофе, мы могли бы рассказать о тех или иных брендов, которые занимаются кофе. То же самое, допустим, уникальные этнические образы. Многие бренды, представленные даже сегодня на выставке, занимаются модой. Это изделия, рукоделие, одежда. И мы видим этот продукт наш как систему, в которой мы сможем собрать креаторов, людей активных на одной платформе. То есть мы видим этот продукт вот в таком виде. Дальше, второй вариант – это co-branded content, что называется, упоминание бренда в культурном контексте. Здесь, я думаю, комментарии излишние, суть понятна. Да? Допустим, если человек интересуется модой, и ему интересно какое-то платье или, допустим, украшение, рассказывая об украшении, мы также можем порекомендовать пользователю платформу, где можно приобрести это украшение, допустим, или узнать подробнее. Образовательная программа. Уже сейчас мы работаем с преподавателями, ведь искусственный интеллект – это инструмент, который позволяет облегчить работу преподавателя, как минимум, допустим, это проверка домашних заданий, так и человека, который получает знания, то есть изучать какую-то тему становится намного проще, когда есть для этого инструмент готовый. Туристический сценарий. Допустим, представим, что вы наверняка все путешествуете в Крыму, я надеюсь. Представим, что вы находитесь в Бахчисарае и вам захотелось покушать. Почему бы нам не поработать над тем, чтобы не показать тот или иной, допустим, ресторан этнический у нас в выдаче? Конечно, с упоминанием истории определенной. Дальше и последний вариант – это B2B API. Это наше ноу-хау в работе с искусственным интеллектом и данными. Я ранее говорил о том, что сейчас уже активно нашим продуктом пользуются креаторы, то есть создатели контента. И мы готовы к сотрудничеству, даже к поиску новых форматов, для того, чтобы создатели контента могли увереннее себя чувствовать, создавать больше контента, делать контент еще качественнее. И со своей стороны мы готовы помогать этим, предоставляя наши какие-то ноу-хау, знания и контент. Что получает партнер, интегрируясь с нами? Это соавторство в продукте, который читают и любят пользователи. Почему читают и любят, я уже рассказывал, у нас вполне хорошие метрики. Прямой выход к нишевой лояльной аудитории. Глубокая ассоциация с культурным наследием. Аналитика взаимодействия, конечно же, то есть мы показываем людям и предпринимателям, как на тот или иной контент реагируют пользователи. И, конечно, пиар-эффект. Кейс «Бизнес создает культурный продукт». Следующий слайд, пожалуйста. Будем рады сотрудничеству. Хош келдіңіз.